Основание ингушского города Бура. 10 тысяч лет назад через Кавказские ворота, с целью вторжения на эрбинов проходил правитель Арака Асуан-Аздон. Узнав об этом с северокавказских степей, им навстречу двинулись эрбины. Обе армии, готовясь к битве, встали лагерем на левом и правом берегу Терека, на территории нынешнего Владикавказа. Из древних аракских летописей, расшифрованных и переведенных немецким лингвистом Альфредом Люгнером, следует, что в стан обеих сторон прибыли посланники из неизвестного им народа, которые на ломаном эрбинском сообщили им: «Вы пришли на земли наших предков. На этот раз мы вас простим по незнанию вашему, но даем вам 2 дня, чтобы вы ушли с наших земель, или же вы пожалеете». Имя этого народа было Гелгио. Интересно, что в грузинской летописи Картлис цеха Вриба на этой же местности размещается народ Глигвы. Обе стороны проигнорировали предупреждения, и через 2 дня между ними произошло сражение, где с обеих сторон погибло много отважных мужей. Но вдруг на обе армии обрушились Гелгивы, и посеяли великий ужас в рядах аракцеев и эрбинов. Когда же проснулись они от ужаса, то осознали, что их в сотни раз больше, чем врагов, и тяжело стало Гелгивам. Обе армии как одна направили все силы на них. Тогда некий удалец из Гелгивов по имени Пургу, увидев колесницу царя эрбинов, имя неизвестно, кинул свой нож в нее, в результате чего она опрокинулась, и царь эрбинов погиб. Узнав об этом, бежали эрбины и аракцы и последовали за ними. Асуан-Аздон был пленен. Правитель Гелгивов выдал свою дочь за Пургу, и на месте битвы была построена башня до неба и заложен город, названный в честь Пурго, который ныне ингуши называют Бура.